Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Молодежь Якутии приглашают разработать дизайн обратной стороны авиабилетов и билетов театра к филармонии к столетию Якутской АССР. Конкурс проводится молодежным правительством региона. Работы принимаются до 10 февраля. Сегодня мы подробно поговорим о конкурсе и в целом о деятельности молодежного правительства региона. С нами на связи Кристина Жучкова, заместитель председателя молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Кристина Юрьевна, здравствуйте. Доброе утро. Вы недавно запустили конкурс творческих работ среди молодежи Якутии. Расскажите об этом и, в частности, о конкурсе дизайна авиабилетов. Еще раз здравствуйте. Молодежным правительством Республики Саха-Якутия был организован республиканский конкурс творческих работ среди молодежи на разработку уникального дизайна. Целью данного конкурса является выявление активной творческой молодежи, их поддержка и особенно их поощрение, создание условий для мотивации молодежи к творческой деятельности и формированию у молодежи опыта в разработке и развитии социально значимых проектов. Мы ожидаем от реализации данного проекта то, что мы привлечем большое внимание к юбилею ЯССР, развитие творческой инициативы и социальной активности молодежи, а также повышение патриотической составляющей у молодого поколения. Вовлечем молодежь в социально-экономическое и общественное политическое развитие Республики Саха-Якутия. К конкурсу допускается молодежь республики в возрасте от 16 до 35 лет, а также молодые художники и дизайнеры. Каждый участник может представить на конкурсе не более 2 творческих работ. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней работе молодежного правительства республики. Молодежное правительство является консультативным органом при правительстве Республики Саха-Якутия, функционирующим на общественных началах. Члены Молправа делают аналитическую работу в различных сферах, активно взаимодействуют с государственными органами и муниципалитетами, разрабатывают проекты, направленные на социально-экономическое развитие, а также ведут общественную деятельность. А расскажите подробно, пожалуйста, кто входит в состав молодежного правительства Якутии? По итогам открытого конкурса, который прошел буквально осенью 2021 года, вошли 27 специалистов из различных сфер и районов нашей республики. Это деятели культуры, это молодые ученые и также выдающиеся общественные деятели. А по каким направлениям работает молодежное правительство республики? Молодежное правительство полностью копирует структуру правительства Республики Саха-Якутия. По аналогии с министерствами у нас есть департаменты. И эти департаменты, в них работают те люди, которые занимают свои профессии по отраслям, будь то культура, медицина, наука и образование, а также различные сферы. Какие главные итоги за 2021 год в деятельности молодежного правительства вы бы отметили? Во-первых, это формирование нового состава, 4-го состава молодежного правительства. Это успешное участие на съезде Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, которое произошло в октябре, благодаря которому мы получили огромную обратную связь, множество теплых контактов, а также взаимодействие по дальнейшим развитиям и реализациям проектов. Это также наш успешный очень проект «Пуск» вышел на 2 новых района. Это Амгинский и Усть-Алданский. Буквально недавно было подписано соглашение, благодаря которому будет пуск реализовываться на этих территориях. Проект «Родные школы» реализуется в 10 районах и в городе Якутске. Общие проекты с постпредством Якутии в Москве и во Владивостоке, а также наши проекты вошли в республиканский план столетия Якутской АССР, билеты Якутии, кино детям и Лига директоров. А скажите, пожалуйста, с какими правительствами Дальнего Востока, можно сказать, вы тесно контактируете? Это, во-первых, Дальневосточный федеральный округ. Мы осуществляем там
работу и занимаем лидирующие позиции по рейтингу Ассоциации молодежных правительств. Это также взаимодействие с Камчаткой, которые переплетены очень тесные связи и общие проекты. А также мы стараемся поддерживать связь со всеми ассоциациями молодежных правительств для того, чтобы перенимать у них опыт, а также реализовывать новые проекты. А как происходит работа с молодежью из районов? Из районов мы стараемся объединяться благодаря мероприятиям, посвященным молодежи. Это буквально недавно у нас прошел съезд молодежи, который был организован силами волонтеров, также молодежных организаций и Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Также мы вовлекаем их в волонтерскую деятельность, привлекаем их к проектной деятельности, создаем проектные офисы на местах, а также организации молодежных администраций на местах, на муниципалитетах и в районах. А вообще, какие проблемы сегодня волнуют молодежь нашего региона? Ну, наверное, самая большая проблема – это кадровый потенциал, который всегда имеет место быть. Молодые специалисты очень амбициозные, с горящими глазами, рвутся для того, чтобы работать, но иногда получается так, что не хватает трудовых вакансий на местах. И получается такое, что происходит очень большой отток достаточно квалифицированных и способных кадров. Для этого создается достаточно много программ для того, чтобы привлечь их к участию в общественной жизни республики, а также создание разнообразных объединений, которые помогли бы развитию социально-экономической составляющей нашей республики. Во всех регионах действуют свои молодежные правительства. На каком месте находится наше молодежное правительство среди других субъектов страны? Да, существует рейтинг Ассоциации молодежных правительств России, по которому, исходя из критериев, таких как проектно-программная деятельность, кадровая работа, экспертно-аналитическая деятельность, также внешнее взаимодействие и так далее, формируется показатель эффективности молодежных правительств. На данный момент по Дальневосточному федеральному округу мы занимаем лидирующую позицию. По России мы находимся на 15-м месте. А какой проектной деятельностью вы занимаетесь? В год члены молодежного правительства республики реализуют свыше 20 проектов, которые в основном направлены на решение социально-экономических задач. Это в различных отраслях, будь то культура, наука, здравоохранение, медицина. Ярким примером тому послужит успешное развитие и масштабирование проекта «Пуск». Это передвижной учебно-строительный комбинат, который вошел в карту лучших практик России. Его суть – это обучение безработной и незанятой молодежи в муниципальных образованиях рабочим профессиям, а также проведение профориентационной работы со старшеклассниками. А как в целом работает практика наставничества? Да, у нас успешно функционирует проект «Открытый опыт», который реализуется уже на протяжении 3 лет. По нему молодежь проходит стажировки в органах государственной власти республики с возможностью дальнейшего трудоустройства. Молодые люди могут увидеть изнутри, как работает министерство, и внести свои улучшения и свои предложения по развитию отрасли. Благодарю вас, Кристина Юрьевна. Спасибо вам большое за подключение. Ну а я напомню, что сегодня мы разговаривали с Кристиной Жучковой, заместителем председателя молодежного правительства Якутии. Всего доброго.